Здравствуйте, уважаемые подписчики сайта. Мы рады приветствовать вас в гостях у Церковно-исторического музея Усть-Каменогорской епархии. И я представляю епископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского владыку Амфилохия. Владыка, для начала традиционный вопрос. Когда и в связи с чем пришла идея организации музея? Добрый день, я рад приветствовать всех вас. И сегодня очень благодарен, то, что вы посетили наш небольшой музей. Спасибо за вопрос. История создания музея, конечно, у меня была очень давно такая мысль. Как вы знаете, еще в бытность, когда я был настоятелем Покровского храма, делился некоторыми экспонатами с этнографическим музеем, которые сегодня находятся в фондах вашего музея. И вот пришло время, я воплотил свою мечту. Совсем небольшой музей, но здесь очень интересные экспонаты. Музей создан 3 года назад. Но все эти экспонаты, конечно, они собраны гораздо раньше. Они все находились при храмах, в моей личной коллекции, при некоторых соборах нашей епархии. Многие приходы передали в наш музей многие экспонаты, которые здесь вы видите. И вот так вот все шаг за шагом создавался этот небольшой музей. Конечно, он еще мало известен, но благодаря вам, я думаю, что наши жители города, горожане узнают о таком замечательном месте, как Стрелка, где основывался город, узнают о Усть-Каменогорской епархии и о нашем небольшом музее. Благодарю. Владыка, данный музей находится в открытом, в широком доступе, или посетители музея это только прихожане? Посетить этот музей можно по записи, да, любому желающему. Скажите, к какому направлению можно отнести ваш музей? Это наверняка и краеведение у вас, и другие линии. Здесь, конечно, вы правы. Здесь соединение нескольких направлений. Это и религия, здесь история представлена православной церкви, здесь и быт прошедших поколений. Здесь и немного представлен букинистический отдел. Ну и, конечно же, очень много икон, нательных крестов, то, что касается также бытования у наших горожан прошлых поколений. В этом году отмечается 300-летие крепости Усть-Каменогорской. Есть ли в вашем музее экспонаты, связанные с историей крепости, с историей города? Есть несколько экспонатов, которые напрямую связаны с историей города прошлых веков. Это, конечно же, витрина, посвященная священномученику протоиерею Александру Дагаеву с его мемориальными вещами, которые сохранились. Далее мы видим несколько карт, которые отображают работы путешественников, которые исследовали этот край более 250 лет назад. Также есть много предметов, которые связаны с церковью и которые также находились в нашем городе. Это Евангелие из Покровского собора разрушенного, которое до последних дней находилось в Покровском храме на Мирном.
но потом настоятель Покровского храма передал это Евангелие на музей, он находится здесь. Также представлены несколько витрин, где есть церковная утварь, которая также находилась в храмах нашего города. Трудно сказать в каких, но все они имеют происхождение из города Усть-Лугинска. В России отмечается 150-летие Русского географического общества. В нашем городе жил и работал представитель западно-сибирского отделения РГУ, священник Борис Герасимов. Можно ли назвать вас, владыка, преемником деятельности отца Бориса Герасимова в сфере краеведения? Спасибо, конечно, за такое сравнение, но я не дерзну быть наследником его, потому что это великий человек, который очень много сделал для церкви, для науки, для исследования. Вот. Ну, я только в меру своих сил пытаюсь что-либо собрать, но быть наследником, конечно же, это слишком громко. Немножко смелый у меня был вопрос, да. Поэтому прошу прощения. Вот традиционный вопрос, когда и при каких обстоятельствах появился первый экспонат у вас, как у собирателя? С чем? Сложно сейчас по памяти представить, что появилось в качестве первого экспоната для нашего музея, но я могу сказать, что все предметы, которые вы здесь видите, они собирались и разыскивались, и восстанавливались, и в какой-то мере изучались. Вот. Наверное, каждый экспонат можно считать, по крайней мере, первым в своей области исследования или поступления в наш музей. Ну, конечно же, самый первый экспонат, когда я приехал в Усть-Каменогорск, это были мемориальные вещи, посвященные отцу Александру Дагаеву. С этого начался наш музей более 20 лет назад. То есть именно первые экспонаты, они представлены в постоянной экспозиции? Да, здесь, в этой витрине, вы видите и портрет отца Александра Дагаева, прижизненный портрет 1915 года, его личные вещи, головной убор, в котором он запечатлен на фотографии 1884 года, когда был еще священником, совсем молодым. Очень интересная наградная колодка его, где представлены ордена святого Владимира, святой Анны, медаль в память Александра III, медаль в память 25-летия церковно-приходских школ и последняя его награда, которая получена в 1913 году, это медаль в память 300-летия царствования дома Романовых. Здесь также вы видите документ, который он сам составил, лично его подписал, открытка, которая посылалась ему его почитателям из города Зайсан. Кстати, открытка это несет поздравления, такие торжественные слова с праздником Святой Пасхи. В этой витрине представлены очень интересные предметы, которые употреблялись и употребляются в православном богослужении. Здесь вот вы можете увидеть этот замечательный потир, который изготовлен из серебра в 1885 году очень известным ювелиром в России. И этот потир находился в Знаменском кафедральном соборе города Семипалатинска. Но в 1932 году собор был взорван, уничтожен, и потир этот начал свое путешествие уже в таком незаметном виде для всех. Где-то скрывался, где-то он был в каких-то семьях, и вот буквально несколько лет назад
этот потир приносит в Семипалатинский Воскресенский собор. Он, конечно, был очень изувечен, изуродован, погнут, весь покрытый слоем грязи. А история такова, что купили небольшой домик для того, чтобы это место использовать для строительства в будущем. И, разбирая мусор, обнаружили потир. Вот. И так вот Господь благословил, что он не ушел на лом, как драгоценный металл, но человек принес его и отдал, вернул законному владельцу, да, кафедральному собору ныне. Здесь также представлено несколько крестов, которые тоже происходят из города Усть-Каменогорска. Вот, в частности, вот этот центральный крест был приобретен в Усть-Каменогорске. Здесь 1,5 года назад один из жителей принес и продал за символическую цену. Вот этот крест находится у нас в собрании. Дарохранительница, которая стоит на престоле в алтаре. Очень интересная работа, московская работа 1803 года. Это все употребляется и по сей день, в настоящее время, для богослужения. Вот теперь я бы хотел показать вам небольшую витрину с двумя, на мой взгляд, интереснейшими иконами. Это икона святителя Николая Чудотворца Можайского, вот, которая выполнена очень необычным способом. Сами лики прописаны на иконе, а образ святителя Николая, он объемный. Вот, что характерно для русского севера. Да-да-да, интересно очень. И кроме всего он покрыт замечательным чеканным серебряным окладом. И еще один образ Спасителя, который тоже выполнен в замечательном стиле иконописи начала XVIII века и покрыт не менее замечательным серебряным чеканным окладом середины XVIII века. Потому что иконы эти передавались по наследству, и каждый, кто получал наследство, он желал оставить для своих потомков какое-то деяние. И вот кто-то заказывал икону, а последующий потомок уже в будущем заказывал чеканный оклад. И так вот, может быть, многие потом украшали драгоценными камнями. Но таких икон осталось не так много, конечно же. Здесь замечательное издание 18, 19, 20 веков. Это при императрице Екатерине, это при Александре I, и это уже середина 19 века. Это все богослужебные издания. Здесь очень интересный предмет. Это крестильная рубашечка, да, которая употреблялась при крещении девочек и мальчиков. Да, очень тонкая работа. Да, и само происхождение этой рубашечки из города Семипалатинска. Вот, и когда ее сдавали в наш церковный музей, там тоже есть небольшой, то рассказали целую историю, которая восходит к началу 19 века. То есть это примерно вот того периода. Да, икона Смоленской Божией Матери, Адигитрия, тоже очень интересный образец иконописи начала XVIII века. Вот здесь, если вы обратите внимание, собраны более 150 крестов, которые найдены при археологических раскопках на территории нашей области. Это представлено 3 столетия здесь. Самый ранний крест — это вот середина 17 века. Такой лепестковый большой крест.
предназначался для крупных людей. И самые поздние это уже такие вот начала 20 века. Изящные. Да, да. Здесь также можно увидеть на следующей витрине немного церковной утвари середины 19-го, начала 20-х веков, немного издания разных товариществ, которые издавали богослужебные книги, книги для церковного обихода, проповеди. Есть несколько книг начала 19 века, книги мемориальные, посвященные императрице, супруге Павла I, да, Марии Федоровне. Вот. И очень интересно путеводитель по Святой Земле 1771 года издания. Это, можно сказать, один из первых таких путеводителей, которые брали с собой паломники для того, чтобы можно было как-то ориентироваться на Святой Земле. Здесь указаны все храмы, все святыни с подробным описанием. Это издание было в количестве всего 100 штук. И вот один из таких замечательных экземпляров книги, да, он сохранился и сегодня находится в нашем музее. Такой крупный шрифт как раз для людей. Вот. Теперь я хочу попросить вас обратить внимание здесь вот на эту витрину. Здесь представлено немного шитья из Покровского Усть-Каменогорского разрушенного собора, антиминс, который датируется 1733 годом, причем подписан он самим архиепископом Феофаном Прокоповичем. Да, очень известный деятель церковный и государственный в бытность правления царя, а потом императора Петра I. Две митры, это головные уборы священников и епископов. Но самый ранний экспонат, церковный, самый ранний экспонат в нашем собрании, это антиминс, который датируется 1706 годом. Подписан митрополитом Филофеем Лещинским, святителем и просветителем земли сибирской. Он был митрополит сибирский и тобольский и всей Сибири. Это антиминс датируется тем временем, когда еще не было даже города Усть-Каменогорска. До основания нашего города оставалось еще 14 лет. Здесь экспонаты представлены: наперстные кресты, духовенство, вот это Панагия епископа Семипалатинского Иннокентия, который был расстрелян в 1937 году, крест наперстный иеромонаха Иосифа, будущего митрополита Иосифа Алматинского. Это митра архиепископа, а впоследствии митрополита Николая Могилевского. Здесь он запечатлен с духовенством Семипалатинского храма. И несколько церковных изданий, посвященные также проповедям, певческие сборники, церковно-славянская азбука и замечательный экземпляр, подписанный, окончивший курс в начальном земском училище 1914 года. Начали. Очень рада буду посетить ваш музей. Ну и желаю дальнейшего процветания и успехов в вашей деятельности. Благодарю за ваши слова благопожелания, также
взаимно вам желаю процветания и дальнейших благ в вашем труде. Спасибо.